Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. И сянмасыз, хөрмәтле дуслар. Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях дважды лауреат национальной музыкальной премии «Болгар Радиоса», популярная татарская певица и просто красавица Алина Давыдова. Встречаем, Алина! И сянмасыз, привет! Сәлем, Руслан. И сәлемсіз, хөрмәтле телевизор караучылар. Алина Давыдова, певица, закончила музыкальную школу, затем отделение татарского народного пения в Казанском музыкальном колледже имени Аухадеева. Продолжила образование на театральном факультете Казанского государственного университета культуры и искусств. Алина училась на кафедре татарской эстрады, класс Салавата Фатхуддинова. Работала в государственном ансамбле песни и танца в театре Салавата. Сейчас работает в государственном фольклорном ансамбле Кряшин «Беременщик». В 2008 году Алина Давыдова стала дипломанткой конкурса «Йылдызлар фабрикасы», в 2010-м конкурса «Татармана». Она дважды лауреат национальной музыкальной премии «Болгар Радиоса». В 2014-м Алина стала победительницей конкурса «Кряшин Шивяре». Алина, что это у тебя в руках? Ты знаешь, я сегодня сделала такой тебе, можно сказать, оригинальный подарок. Та-дам! Вау! Вы только посмотрите. Секреты татарской кухни. Да, это и фотография мужчины, похожего на меня. Это лично тебе, лично пускай будет твоя кружка. Вот. И вот такой вкусный чак-чак тебе к чаю. Спасибо. Алина, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня с тобой будем готовить? Ты знаешь, Руслан, я решила, так как сегодня Пасха, приготовить праздничное блюдо Пасха и мини-куличики. Пользуясь случаем, дорогие друзья, мы всех верующих поздравляем с этим святым праздником, да, с Пасхой, и будем готовить для вас. Начинаем. Первое блюдо. Пасха, так, да? мы начнем, наверное, с Пасхи. Так. Так, для этого вот мне понадобится мисочка. Угу. Вот я тут вижу масло. Так. И... Творог. Подожди, сейчас сначала сахар. Угу. Мне нужна будет ложка. Ложечка, сейчас, секунду. Ложечка. Так, давай смотри, знаешь, как сделаем? Я пока буду перемешивать масло с сахаром, да? А ты возьмешь 2 яйца и отдели, пожалуйста, от белков. Так, белок сюда, желток сюда. Да. Отлично. Так, Алина, вот тебе, кстати, сахар. Ага, спасибо большое. Так, желтки готовы. Так, теперь вот кладешь в кастрюльку их и вот заливаешь с этим сахаром. И размешиваю. Размешиваешь, да. Сначала размешиваешь, а потом уже только ставишь на медленный-медленный огонь. Так. И постоянно надо будет размешивать. Задание понял, выполняю. Давай. Алина, расскажи мне, пожалуйста, кто тебя научил готовить Пасху? Ты знаешь, этот рецепт ко мне пришел от бабушки с папиной стороны. Хочу сказать, что наполовину я кряшенка. У меня мама сама, у нее вера мусульманская. Вот, а папа у меня По папиной линии кряшенка. По папиной линии я кряшенка, получаюсь. Деревня называется Старый Тябердино Кайбицкого района. Кайбыш района. Кайбыш района. Пользуясь случаем, я передаю привет. Это Кряшинская деревня. Там у них свои традиции, свои обычаи. Свои блюда. Свои блюда. А что еще, кроме вот этого, что там бабушка тебя учила готовить? Чему? Блины. Потом у них, кстати, на Пасху делается омлет, и называется омлет этот яшней.
на Пасху как принято? Вся родня собирается в одном доме и ходят друг к другу так в гости. Подожди, если они в одном доме собираются, кому они в другим-то идут? Вот. Другому сначала человеку, у тебя да. посидели, потом Сначала у меня. Потом к тебе пошли, потом ты к ним пошел и так далее. Ну как, Руслан, у тебя получается? Ну, посмотри, вроде да. Ага, молодец. Так. А теперь вот эти вот сливки выливаешь постепенно туда. Так, и, добавляем, да? Уже мешаешь. Мешаешь, говорит. Да. А я в это время беру Творог. Да. Здесь сколько? Грамм, наверное, 250. Тут 2 пачки, я две точно пачки. знаю. Да. Полкило творога. И вот так вот перекладываю в основную мисочку. Так, это убираем. А, Лен, все-таки в гостях у нас татарская певица, поэтому вопрос. Давай вспомним начало твоей карьеры, пусть будет такой вопрос. О, Первая песня, где это было? Ты знаешь, первая самая песня, это было вообще исполнено мною в 3 годика в Афинском районе, в деревне Дусем, это мамина деревня, на Сабантуе. Вот. В 3 года ты вышла на Сабантуй на Ты сцену. представляешь, да, я даже сама удивляюсь. Помнишь эту песню? Помню. Давай представим, итак, Сабантуй, Алине 3 года, я зритель. Бик сағындым, ауылым егетім, юллар айрылды, қалды үмітім. Бик сағындым, ауылым егетім, юллар айрылды, қалды үмітім. Я, конечно же, Молодец. спасибо. Куплет уже не помню, к сожалению. Ну, конечно, 3 года. А серьезная карьера, когда вот садик, школа? То есть все это сопровождалось выступлениями? Я с 6 лет начала учиться в музыкальной школе, то есть я еще там ходила в садик. Параллельно потом в 7 лет я пошла в общеобразовательную школу номер 18 татарской гимназии. Там проучилась до 9 класса и поступила в музыкальное училище, но сейчас музыкальный колледж имени Уходилова в Казани. Вот поступила туда на татарское народное пение. Отделение, так называемое. Сложно было поступать или с первого раза сразу? Знаешь, было, конечно, был страх, но поступила с первого раза. Вот. Потом закончила я музыкальный колледж и поступила в Казанский государственный университет культуры и искусств к Салавату Фатхудинову. Да, То есть театральный твой факультет. преподаватель Салават? Да, как не то, что преподает, он как бы Контролирует. Контролирует, да, принимает экзамены. Вот, каждый раз приходит, смотрит, оценивает. То есть он очень требовательный. И я Так. благодарна ему, то, что он все-таки был строг со студентами своими. То есть это дает свои плоды. Ну, конечно. В камеру можно сказать. Салават абы рахмат. Салават абы рахмат, узгадик салям. Алина, проверь, пожалуйста, вот до какой степени мы должны это держать на огне? Ты знаешь, чтоб на крем был похож, должно быть. Ага. То Так. есть еще немного, пусть Да. постоит. Пока еще не готово. Так. Теперь я беру блендер. Можно, конечно, через сито. Ну, так если как у нас... есть блендер, Да, есть блендер. и нам надо сделать все быстрее. Алла тапшырдык. Так. А сейчас наша смесь будет готова, и мы ее оставим остудиться буквально на несколько минут. Так, Али, мне кажется, наша смесь уже остыла. Так, Самое время ее добавить. Так, давай, нашему знаешь, как творогу. сделаем? Давай лучше это я сама, а тебе я дам вот такое задание. Ты будешь резать мармелад. Я думал, кушать мармеладки. Пока резать, да. Резать. Крупно, мелко? Давай средний такой, средний размер. Так, хорошо. А ты все это А будешь я это смешивать. все, да, буду смешивать. Так, вот. Алина, Куда бы- расскажи вот про свою семью. У тебя тоже семья талантливая, песни поют, семья артистов. Знаешь, родня у меня вся, можно сказать, поет. И на баяне у меня папа играет, мама поет, тетя, дяди, все. За столом, как говорится, все поют. Но вот профессионально я сама решила заняться. Как говорят, из родственников за деньги пою только я. Так, Руслан, у меня все готово. У тебя как дела? Мармеладки тоже готовы. О, Мы их добавляем красота туда, да? какая, да. Теперь смотри, я это убираю.
Теперь ты добавляю. Да, сюда высыпай все. И мы это все сейчас будем перемешивать. Алина, я предлагаю вспомнить конкурсы, в которых ты участвовал. Я сегодня уже нашим зрителям объявил тебя дважды лауреат музыкального национального конкурса «Болгар-радиосы». Но это уже такое серьезное достижение. Да, а вот да. с чего все начиналось, с каких конкурсов? Знаешь, когда я училась в музыкальном училище, первый раз я пошла на такой серьезный конкурс, как «Йылдызлар фабрикасы». И там мы с Рамилем Закировым пели дуэт, а трио исполняли Салсу Абульхановой. Там я стала дипломанткой, финалисткой этого конкурса, а потом в 2010 году я уже участвовала на конкурсе «Татармала». Ну, это уже серьезный конкурс. Да, это уже тоже серьезный конкурс. Там тоже я стала дипломанткой. Какая тогда песня самая популярная вот на тот момент была у тебя? Давай ее вспомним. А Пока ты это- вспоминаешь песню, я достану форму, в которую мы зальем нашу смесь. Да, давай. Секундочку. Мы ее обернули марлей. Все как полагается. Итак, Да. Алина поет песню под названием А можно я спою кряшинскую народную песню? «Не можно, а нужно». Называется она «Урманнарга кірдім». Урманнарга кірсең ағашларының кәкірісін кисме түзін кис. Гілігіне де бірге жай алышы болмай, утырайық әлі бүгін кеш. Утырайық әлі бүгін кеш. Молодец, Алина. Бекматур, очень красиво поешь. Но я чувствую, что очень вкусно готовишь. Итак, заливаем форму. Так, да, это у нас все готово. Это ложечку убираем сюда. А, нет, подожди. Нет, ложка нам понадобится. ложка Давай, мне помогу. понадобится. Давай. Как по рецепту дальнейшие действия? Вот мы сейчас это все заливаем. Сейчас заливаем все это марлечкой, все закрываем. И можно кушать. Ставим. Нет, хитрый какой. Хочешь все быстро. Так, сколько оно? Ну, я думаю, в холодильнике, в Мы в холодное место, холодильник да? убираем, да, на сутки и ставим под пресс. Давай вот это тоже чуть-чуть. Ага. Убираем. То есть, уважаемые телезрители, это можно попробовать только через сутки. Да. Так, Молодец. закрываем. Теперь давай так вот. Вот он какой процесс. Впервые готовлю Пасху. Так, Аккуратненько все это закрываем тщательно вот так вот. Сверху можно что-нибудь такое тяжелое поставить и убираем в холодильник на сутки. Творожная пасха. Отделили желтки от белков. Белки потом использовали в глазури для куличей. Желтки смешали с половиной стакана сахара, добавили сливки и варили на медленном огне, можно на водяной бане, до загустения. В творог добавили сахар, сливочное масло, перемешали при помощи блендера до получения однородной массы. Затем добавили охлажденный желтковый крем, кардамон, мармелад или цукаты. Все тщательно перемешали. Форму для паски выстелили 2 слоями марли, заполнили творожной массой и поставили в холодильник под пресс на сутки. дорогие друзья, мы продолжаем. И сегодня у нас в гостях популярная татарская певица, просто красавица Алина Давыдова. И мы еще раз всех поздравляем со светлым праздником Пасха. Итак, первое блюдо Пасху мы уже отправили в холодильник. И сейчас приступаем к блюду номер 2. И называется оно Мини-кулички. мини-куличики. Да. Рассказывай, чем они отличаются от обычной кулички? А ты знаешь, ничем не отличаются, только формами. То есть Так. можно, конечно, приготовить и большой кулич, но это гораздо больше времени займет. А мини-кулички, они намного проще. Приступим? Да. Приступим и рассказываем. Так, для начала, давай-ка я тебе сразу дам задание. Вот Да, эти- есть мармелад. Нет, что ты все время хочешь доесть? Их мы берем и разрезаем. Так, разрезаем. Мы их вот как резал для Пасхи. Так, то же самое, То да? же самое, да. Все, поехали. А я буду, значит, делать основу. 4 яйца. Алина, расскажи мне, пожалуйста, подробнее, как ты решил принять участие в конкурсе «Болгар-радиосы», в котором ты дважды победила? Да, это, знаешь, такая история. Я сняла клип
на песню «Сунлама», которую написал Рамиль Асхадуллин, слова Марс Хафизов. Мы отправили песню в хит-парад, и то есть там нужно было голосовать. То есть за меня голосовало столько количество народа, что я... Не думала, что у тебя столько родственников. И она выиграла у меня в этом хит-параде. А кто выиграет в этом хит-параде, то есть автоматически уже становится лауреатом. И попадает в финальную часть финальную конкурса. часть конкурса, да. Вторая какая была песня? Композитор Альфред Якшембетов, слова Эльвира Сафина. Вот. Эта песня называется «Шешек Еврота Козлар». И знаешь, я как-то чисто так случайно тоже решила попробовать. Вот. И тоже отправила в хит-парад. Ну, думаю, ладно, что будет, то и будет. И тут Опять те да. 1000 человек зашли в интернет, проголосовали, отправили смс. Да, видимо, настолько им песня понравилась, что опять-таки я оказалась на первом месте и стала второй раз победительницей этого конкурса. Вот. Ты дорезал, да? Да, так, Так, тогда я пока временно все это останавливаю, пока подержи, чтобы оно не упало. так. Что у нас еще? Теперь, Мы будем пить чай с курагой? потом, Попозже. попозже, берешь курагу Ага. и режешь очень-очень-очень мелко. Так, ну все, я вроде все домешала. Теперь остается нам Сметана. сметану. 3 столовых ложек нам надо будет сметаны. Мгм. Раз, два. И вот 3-я ложка. Так, Это что еще? это. Сахар. Так, сахар, да. Так вот, аккуратненько. Грамм 200 получается здесь. Ну да. И? Так, мука нам понадобится. Сколько? 200-300 грамм где-то. Давайте помогу. Так, муку. Так. Так, еще нам надо будет разрыхлитель. Так, вот я смотрю на эту упаковочку. Есть. Давайте помогу. Так, разрыхлитель. Щепоточку. Можно побольше. Только не Так. это. Не перестарайся. Так, и последний ингредиент. Да, мы забыли про масло. Так, растопленное масло. Аккуратненько. Все. И остается хорошенько все перемешать. Перемешать, да. Ну, поехали. У меня все готово. Так, это я сейчас тоже убираю. Так, мы добавляем мармелад, я так понимаю, туда, да? Да-да-да. Так. И... И мне надо ложечку, чтобы Так, перемешать. пожалуйста, ложку. Остается одна очень интересная специя. Да. Что это такое? Знаешь, это кардамон. Ай, какой аромат. Да, очень такой изящный, тонкий, я бы сказала. Покажи, как он выглядит. Да, выглядит он в оригинале вот так вот. То есть его вскрываешь, и внутри получается Вот такой вот. порошкообразная смесь. Да, я уже заранее его уже Но умолола. настолько сильный аромат, мне кажется, здесь переборщить нельзя. Знаешь, это самая вот традиционная пряность. Это кулича, этого куличиков. Вот у меня почти все готово, и мне... Так, формочки. Ага, да. Ты прям мои мысли читаешь, Руслан. Ну, мы же готовим в дуэте. Так, формочки. Да. Так. Все, поехали. Дорогие друзья, надеюсь, вы заметили, что я называю Алину красавицей и говорю это часто, ведь наша героиня обладательница титула «Крашен Шибере». Алина, расскажи, как проходил конкурс. Ты знаешь, это настолько интересный конкурс, оказывается. Я даже о нем не знала, я даже могу так сказать. Вот. И я решила испытать свои силы. А где проходил конкурс? Это Мамадышский район, деревня Зюри. Жюри татарский будет. Вот. То есть там каждый год проходит вот этот конкурс в праздник Петрау. Да. И 15-й раз уже в этом году проходил. Ну, получается, в 2014 было 15 лет. И то есть в этот юбилейный год год, да. конкурса Алина Давыдова его выиграла. Да, мне, знаешь, помогали из деревни, с папиной деревни, старый Тябердин, ансамбль «Саудиер». То есть у вас был с ними номер какой-то? Да, мы там показывали обряд, как ткали, как тебе сказать, ну вот современные гольфы же есть, да, только это... Носили с лаптями? Да, правильно, носили с лаптями, и они были шерстяные. Вот, из шерсти, то есть это все делалось из Как назывался обряд? специального
материала тулабасу. Тулабасу? Да. А какие еще интересные конкурсы были? Вернее, Там, задания. там нужно было приготовить стол. Да. То есть ты дома готовишь, все это приносишь туда, накрываешь стол, и там жюри смотрит, оценивает, пробует, да. С каким блюдом ты пожаловал туда? У меня стол назывался Раштуа Байреме. Рождество. А на столе у нас там был, это из основных блюд, это гусь. Да. Ну, там винегреты делали. То есть настоящий такой Да, новогодний рождественский стол. Все по-простому, все В по-домашнему. середине елка, Дед Мороз. В общем, выиграла Алина и Алла Шикер. Итак, Алина, торжественный момент. Та-дам! Та-дам! Сколько готовятся кексы в духовке? Знаешь, наверное, на 20-25 минут мы отправим, А там видно будет. а там Открывайте духовочку. будет видно. Бисмиллах рахман рахим. Давай. Так. Ну и все. И остается нам небольшой штрих. Мы делаем глазурь. Мини-куличики. 4 яйца и 2 пачки творога перемешали при помощи блендера до получения однородной массы. Затем добавили 3 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки растопленного сливочного масла и стакан сахарного песка. Добавили муку, разрыхлитель, ванилин и все тщательно перемешали. Готовое тесто выложили в небольшие формочки для запекания и поставили в духовку на 15-20 минут. Так, после того, как мы отправили наши куличики в духовку, теперь нам остается сделать глазурь. Берем мы белки, заливаем сюда, в мисочку. Так, я дорезаю курягу, чтобы я расслабился. Да. Так, что еще мы добавим туда? И сахарную пудру. Сначала чуть-чуть я вот так Взболтаю. взболтаю. Давай добавим сахарную пудру. Давай ты добавляй. Половину? Все. Все добавляем? Да. Вот и вот как раз. Не жалеем мы сегодня продуктов. Да, Так. Алина, ну не раскрой секрет, зачем я вот мучаюсь, режу эту курягу уже, да? Что мы с ней будем делать? Ладно, скажу я. А то на самом деле мучаешься. Я сейчас съем просто. Это будет украшение для наших мини-куличиков. Дорогие друзья, наш праздничный стол практически готов. Первое блюдо Пасха у нас на столе, хотя мы говорили, что его надо подождать сутки. На самом деле Алина принесла с собой. И вчера его сделала, и мы сейчас попробуем, насколько удачно. А вот блюдо номер 2, наши куличики, мы прямо сейчас зальем глазурью. И можно будет все это пробовать. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. Алина, большое тебе спасибо за вкусное угощение. А у меня есть сюрприз. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды вручаю тебе вот такой драгоценный подарок. Экологическая безопасность, яркий дизайн, долговечность. Это 3 самых главных критерия посуды Кукмара. Оригинальное цветовое решение сочетается с простотой ухода, а антипригарное покрытие обладает повышенной прочностью. Я предлагаю первое блюдо попробовать. Так, сейчас я его разрежу. Так, вот тебе вилочка. Ответственный момент. Ответственный момент. Так, внимание. Опа. Хочется посмотреть внутренность. да. Так, давай тарелочку. Мы всех поздравляем с праздником и пробуем Пасху. Праздник, Очень вкусно вернее, получилось. блюдо удалось, и не хочется, чтобы праздник заканчивался. Тает во рту, да? Что-то напоминает чизкейк, но более вкусно, полезно, да? И более натурально. И более натурально. Ну а теперь куличики. Так, они у нас еще горяченькие. Вот так вот рукой, да? Да, рукой, в одной руке чай. С праздником, Алина! С праздником тебя тоже. Ну как? Очень вкусное тесто получилось. Алина, мне кажется, оба наших блюда сегодня удались на славу. И, дорогие друзья, повторите это все дома, и ваш праздник станет намного краше и вкуснее. Пусть будет так. Спасибо, Алина. Спасибо вам.
И в конце нашей программы я хочу спеть песню из репертуара Елены Ваенги «Желаю». Тоже присоединяйся, поехали. Солнце ярко светит, и смеются дети. Я могу танцевать. И мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сиял солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб достали жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Дорогие друзья, это была программа «Секреты татарской кухни». С нами весело, вкусно. Смотрите нас каждую неделю. Алина Давыдова и Руслан Шарапудинов говорим вам до свидания. Пока-пока. Спасибо.